О ходе расследования нападения на пост ДПС «Волга-17» селения Яндари говорили сегодня на встрече главы Ингушетии с секретарем Совета Безопасности. Так Ахмед Зейтов доложил главе региона о задержании 5 жителей республики, которые подозреваются в соучастии нападения. Все они сейчас находятся в органах МВД республики, и в их отношении возбуждены уголовные дела. Со слов Зейтова, в ходе задержания у подозреваемых изъято огнестрельное оружие и взрывчатые вещества. В сегодняшний день задержано 5 человек, которые являются пособниками данного теракта. Обнаружено изъято как оружие, так и взрывчатые вещества. По всем изъятым фактам оружия и взрывчатых веществ территориальные органы МВД возбуждены уголовные дела, проводится дознание. Причастность или непричастность к совершенному теракту лиц, она проверяется, она устанавливается через правоохранительные органы. Со всеми родственниками, в том числе и за последние 2-3 дня, было несколько обращений родственников о том, что их дети задержаны в рамках проведения мероприятий по данному факту в городе Карабулак. По всем фактам их обращений мы провели профилактические мероприятия, мы обратились и к уполномоченному по правам человека. Уполномоченный по правам человека, в свою очередь, посетил место содержания задержанных лиц. Никаких нарушений, никаких каких-то недозволенных методов, способов в отношении задержанных лиц не применялось. По крайней мере, на сегодняшний день мы провели встречу со всеми родственниками задержанных. Была беседа, в свою очередь, и родственники высказывают мнение, что они согласны на то, что если где-то их дети в чем-то повинны, чтобы в отношении них применялись только те законные методы и способы, которые, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, прописаны для правоохранительных органов. Надо будет максимально разбираться, вникать в ход расследования дела. То, что родственники, не контролируя своих детей, допускают вот именно отступление этих своих детей от норм закона, правил проживания, датов, обычаев, определенных вещей. То, что дети совершают преступления, в том числе и готовят различные террористические акты, участвуют там в расстрелах, в обстрелах, в убийствах. И родственники этих детей, которые когда-то были уничтожены и сейчас в розыске находятся, почему-то не думает о законе, не думает о насилии своими детьми над другими, об убийствах, о том, что их дети оставляют многих женщин одних с детьми, детей-сиротами. То есть они об этом не думают. Но как только их так называемого ребенка задерживают, они тут же начинают вспоминать про закон, про ненасилие, про уважительные отношения. То есть тысячи вещей вспоминают. Поэтому здесь надо эту профилактику проводить, объяснять. Понятно, что закон должен всегда превалировать, для этого у нас есть все институции, о том, что полночь по правам человека, есть надзирательные органы, прокуратура. То есть у них есть возможность в любое место обратиться и отследить тот или иной путь содержания или задержания своего ребенка. Сегодня родственники должны задаваться вопросом, почему к ним пришли. Если подбросили, почему им подбросили. Вот если родственники, они пекутся за тех, кого задержали, и особенно за тех, кто находится сейчас дома, они должны об этом думать. И многие этого не понимают. Они еще больше дома об этом трезвонят, еще больше настраивают оставшихся дома детей против власти, против так называемых незаконных там, или там еще чего-то. И в итоге получает обратный эффект от этого. Им бы сейчас дома оставшихся там беречь, им рассказывают, что был неправ тот, кто задержан, что он попался в это там, поле зрения органов правопорядка, а он попался не просто так. У каждого из этих ребят задержанных есть след. Да, есть. Если там опросить там, тех же соседей, там, знакомых, даже это уже, даже неопределенным путем мы понимаем, что эти ребята там, ну, не в ту сторону дышали, грубо говоря. И хотя бы это должны признать. Разобраться, побеседовать, прийти и сказать, чем мы можем помочь следствию. Давайте мы уговорим своего ребенка, чтобы он рассказал правду.
Ведь сегодня же даже не только по тем, кто в розыске находится, а и по тем, кто задержан, тоже адаптационная комиссия работает. Работает, мы им сказали об этом. Вот здесь тоже проработайте вопрос, обсудите с ними и проговорите.